Стены музея ИЗО украшают свыше 20 работ юных участников конкурса, посвященного 28-летию республики. 13-летний Виктор Касьянчук не скрывает своего волнения. Как оценил жюри его работу? Рисовать учился сам, без помощи и советов наставников. Постарался приложить все силы, чтобы показать во всей красе свой родной и любимый край. Моя картина называется «Слава Ингушетии». Она олицетворяет подъем культуры и не только экономического роста, и вообще славы Ингушетии в целом, как сейчас, так и в будущем. В республиканском конкурсе детских рисунков, стартовавшем еще в начале марта, загорелись поучаствовать немало ребят. Это и воспитанники различных центров и художественных школ республики, и те, кто просто увлекается рисованием. Организаторы в лице музея ИЗО отмечают, из-за пандемии первые этапы конкурса прошли в онлайн-формате. Такого рода конкурсы, они, конечно, нужны, чувствовался патриотизм детей, любовь их к родине. Дети очень активно участвовали в этом конкурсе, это, конечно, радовало. В состав жюри конкурса вошли заслуженные художники региона. По итогам творческого состязания первое место и денежный приз получил Магомед Ашлакиев. За успехи сына не нарадуется и мама Хава Бокова. Делится. Идея показать в своей работе зиму в горах Магомеду пришла неожиданно. Как-то поехали отдыхать в горы с ночевкой. Это была зима, очень красивая ночь была. Он вышел с карандашом и говорит: может, я все-таки, мама, нарисую. Сделал там же наброски. Он выставлял несколько работ на конкурс. И получилось так, что самое его вдохновение, наверное, больше его любовь к природе выявилась, наверное, на этой работе. Второе место поделили Амина Акталиева и Лейла Азиева. Третьей стала Петимат Азиева. Чтобы изобразить башенный комплекс Вовнушки техники акварели и гуаши, девушка трудилась несколько дней. Правда, не без помощи наставника, признается Петимат. Когда я побеждаю, конечно, мне хочется постоянно продолжать этим заниматься. Даже если я не побеждаю, то это все равно стимулирует, мотивирует идти дальше. И вообще мне очень нравится рисовать. Это меня даже как-то успокаивает, например, даже от учебы. И вообще я, очень люблю рисовать. Всем участникам вручили памятные дипломы. Работы юных художников оценил и министр культуры региона Темирлан Зейтов. Еще раз убеждаюсь, что наши дети, насколько они перспективны, насколько они внутренний талант их проявлен здесь в их работах. Неравнодушным к детскому творчеству остался и профессиональный фотограф Магомед Суров. На выставку пришел по приглашению и не пожалел. Можно на некоторых картинах рассмотреть прекрасные варианты будущей нашей республики. И, честно говоря, очень приятно оценивать картины по положительным цветам. Это означает, что дети оптимисты, креативны и, скажем так, в меру информационно развиты. Выставка работ юных мастеров кисти продлится в музее еще неделю. А такого рода творческие соревнования, дающие ребятам стимул развивать свои навыки, в музее намерены проводить как можно чаще. Дана Плеева, Тамерлан Ужахов, Новости 24.